Прославленная спортивными победами за относительно небольшой срок, регбийная команда «Горец» готовится к предстоящим стартам на Кубок Соколова, который должен пройти в Сочи с 11 по 14 октября. Юниоры сейчас выполняют упражнения, направленные на развитие физических качеств, скорости, ловкости, выносливости и точности передачи мяча. Многих ребят в регби привлекает богатый арсенал разрешенных приемов. Командная работа, удары, останавливать ноги надо идти, там, жестко играть. Регбийная команда «Горец» выступила и на прошедшем этапе Гран-при Академии регби-Юг в Дагестане. Турнир проходил с 20 по 22 сентября. Наши регбисты сыграли 5 матчей и во всех одержали победу, завоевав первое место. Отличился на соревнованиях и Макар Гребенюк, родом из Новосибирска, сейчас живет и выступает за Ингушетию. Я был, получается, на краях, принимал людей там. Мы очень хорошо сыграли, все играли достойно. У меня получилось занести, получается, одну попытку. Победа на таком престижном турнире – огромное достижение, поскольку ребята заявили о себе среди 6 титулованных команд. Выступила наша команда очень достойно, несмотря на то, что у нас была очень длинная пауза. С начала июня я всех своих подопечных, всех своих учеников отпустил на летние каникулы, так как у нас в этот период не было никаких соревнований. После нашего несостоявшегося выезда на Золотой Овал мы дали немножко время детям отдохнуть, как-никак каникулы. И после этих каникул с начала сентября возобновили тренировочный процесс, начали готовиться к этому кубку. В принципе, сыграли очень неплохо. Да, конечно, были некоторые моменты, так как мы долго отдыхали. В принципе, по физическим данным, по техническим, по тактическим очень хорошо сыграли. Спортивный потенциал этих ребят высок, и за маленький промежуток времени они хорошо себя зарекомендовали, рассказывает президент Федерации регби, старший тренер Исламбек Создоев. Это подтверждается многочисленными победами на соревнованиях. Единственная проблема – ограниченность выездов из-за финансовых трудностей. Так, регбисты пропустили один из престижнейших турниров «Золотой Овал», на который они ранее завоевали путевку. Ситуацию спасают неравнодушные спонсоры. Пользуясь случаем, хотел бы выразить благодарность нашему очень хорошему брату Харсиеву Мухаммаду, который оказал нам финансовую помощь для выезда в город Махачкалы. Тем не менее, регбисты трудятся, тренируются и стараются из каждого тренировочного процесса выжать максимум, чтобы порадовать громкой победой на предстоящем турнире в Сочи. Адам Мережков, Сулейман Костоев, Магас 24.